Время культуры на телеканале «Мир Бурятия». Я Александра Зучхарова. Здравствуйте. Через несколько дней по восточному календарю наступает 2016 год – красной огненной обезьяны. О планах на предстоящий год, подготовке совместного проекта Института Хамбуламы Итигелова и художественного руководителя Бурятского академического театра оперы и балета Марихира Ивата его инициаторы поделились на пресс-конференции «Пандита Хамбулама Итигелов и наше время». Встречу с прессой, что состоялась в конференц-зале бизнес-центра «Секретарь» при информационной поддержке «Восток Телеинформ», открыла директор Института Хамбуламы Итигелова Инжима Васильева. Один из наших проектов, который мы сегодня представляем, это создание балетного спектакля «Гурвын Ирдынин Адис», то есть «Благословение трех драгоценностей» о Хамбуламе Итигелове. Я очень коротко расскажу историю, как пришла эта идея. Как-то раз мы с Марихира-сан обсуждали этот вопрос, и он сказал, что возможно создание балетного спектакля. И таким образом, когда у нас была написана книга «Хамбулама Итигелова смерти нет», на базе этой книги мы начали готовить различные сценарии. В сентябре прошлого года к нам приехал ансамбль, всемирно известный ансамбль японских барабанщиков «Кода», и, побывав здесь в Бурятии, они попросили разрешения написать музыку к этому балетному спектаклю. Вот так развивались события. Мы по приглашению ансамбля «Кода» съездили в Японию, съездили на остров Сада, где они находятся, ансамбль «Кода», и провели первые переговоры. На сегодняшний день они готовы, они уже приступили к работе. Участие в конференции посредством скайпа принял профессор Российского химико-технологического университета Александр Хачатуров. Консультант Института Пандита Хамбуламы выступил автором либретто к балетному спектаклю. Его название – «Благословление трех драгоценностей». В его основе свидетельство о заложении Хамбуламой Ташидаржи Итигеловым бумбе или священных сосудов в 5 сторонах своей родины. Музыку к спектаклю пишет композитор Мотофуми Ямагучи, художественный руководитель легендарного японского ансамбля барабанщиков «Кода». В 2015 году «Кода» побывали в Улан-Удэ на российско-японском фестивале мира и дружбы. Удивительное явление Хамбулама Итигелов — это не только для Бурятии, это только, то есть для всех мира. Поэтому задача просила Александра Евгеньевича — это не так, что вот сильно ограничивать бурятские, это общевселенное. Но, естественно, первый увидит наши зрители. Вот, данный момент, знаете, вот я когда поступаю, постановка, меня пока, честно сказать, ничего нету. Вот, и как будет процесс, что будет, как вот окончательная форма будет, у меня очень загадочная. Это, конечно, очень интересное, но очень волнительное. Самое главное, это процесс пошло. Значит, либретто есть, теперь, балетмейстер есть, и самое главное, есть композитора. Вот композитором мы буквально вместе съездили, поговорили, очень хорошо общались, мы объяснили. Они, конечно, очень талантливые. Господин Ямагучи, композитор, он буквально слово слушал, и объяснить ничего не надо. И он сразу понимает, то есть какое-то именно неформальное объяснение ему нуждался, именно какое-то духовное, какой-то энергетический мысли передался. Это я почувствовал. Поэтому мне так интересно и очень жду музыка, он уже пишет. Но это процесс тоже, как сказать, не математика, да? Вот дает задача и завтра сделать, ничего подобного, а он рождается, поэтому мы ждем этого. И столько же надо ждать, как от меня тоже рождается. Я здесь уверен в том, нас поможет Хамбулама Итигелов, поэтому куда он направляет,
каком нас дается задачи, и с его помощью, с сохранностью мы создаем это балеты. Современная наука пока не может объяснить природу феномена 12-го пандита Хамбуламы Дашадаржи Итегелова. Ученый Сергей Фетисов исследовал явление с точки зрения влияния расположения лунных узлов на процессы, идущие на Земле. Из всех состояний тел, которые были оставлены на Земле, Итегилов единственный, который в своем организме оставил воду. А вы знаете прекрасно, что любая биологическая, то есть масса, если она попадает в воду, она мгновенно разлагается. А вот этого процесса в теле Итегилова не происходит. Почему и возник интерес к состоянию воды? Вот одна из таких интересных гипотез. Дело в том, что Итегилов оставил несколько знаков, множество знаков. И в частности, одно из направлений – это Александр Евгеньевич, который говорил, и второе – это направление, которым я сейчас занимаюсь, это связано с тем, что определенное структурированное пространство, оно изменяет ход времени. Вот одна из загадок, которая, в общем-то, в принципе, интересует нас всех. На сегодняшний день уже Итегилову 88 лет. 88 лет он находится в таком феноменальном состоянии, а физический возраст его 164 года. В 2004 году мы, Институт Хамбуламы Итегилова, совместно с Российским центром судебной медицинской экспертизы провели исследование тела Хамбуламы Итегилова, и тогда вывод, который сделали ученые, это было совершенно прижизненное состояние тела. После этого исследование не проводилось, и к нам особо никто и не обращается. Одно я могу сказать, на мой взгляд, может, я часто вижу Хамбуламу Итегилова, а те, кто наши консультанты, которые довольно редко видят, они говорят, что тело Хамбуламы Итегилова становится все лучше и лучше. Что касается остального, я могу сказать, что во время встречи с людьми тело Хамбуламы Итегилова, у него изменяется температура. В 2009 году температура тела Итегилова достигла 34 градусов, о чем нам сообщили Хамбулама Дамбай-Ишеев, глава буддистов Монголии Хамбулама Чойжамс и Жадо Ринпоче, это настоятель личного дацана Далай-ламы. И далее, конечно, никаких исследований особо не проводится. Дело в том, что каждый может встретиться с Хамбуламой Итегиловым, можно увидеть, поэтому тут сложно говорить. Но я говорю о тех исследованиях, которые мы проводили. Буддийская традиционная санха России возложила миссию по сохранению духовного и материального наследия Дашадаржи Итегелова на Институт пандита Хамбуламы. В 2015 году он встретил 10-ю годовщину своей работы. Одним из крупнейших проектов института является книга пандита Хамбулама Итегелов «Смерти нет», презентация которой состоялась в 2013 году. Сегодня она издана на русском и монгольском языках. В 2016 году готовится к выходу книга на английском языке. Концерт выпускников колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского состоялся в концертном зале учебного заведения в минувшую пятницу. Созвездие молодых талантов Бурятии – гордость колледжа мастеров искусства с 85-летней историей. Инструментальные произведения и вокальные композиции прозвучали в программе концерта в исполнении студентов Московской и Санкт-Петербургской консерватории, Российской и Красноярской академии музыки, Восточно-Сибирского института культуры. детских школ искусства Багатайского района, Петропавловска и других сельских поселений, сельских населенных пунктов. Очень отрадно, что наша связь с муниципальным образованием по подготовке кадров в этом сегодняшнем зале подтверждает, что мы работаем совместно со всеми органами управления культурой и детскими школами искусств наших районов республики. И сегодня мы хотели выразить благодарность нашим студентам, которые
в дни своих зимних каникул нашли возможность вернуться в родной колледж, показать свой уровень и некий творческий отчет своим педагогам. 12 выпускников колледжа искусств украсили программу традиционного концерта выпускников «Альма-Матер». По словам исполнителей, выступление хоть и на домашней сцене, но как настоящий экзамен. Очень важно оправдать надежды учителей. Выпускница колледжа по классу Домры Анна Аверина, теперь студентка Красноярского института искусств, выбрала для исполнения концертный вальс Николая Голещанова. В нашем колледже самые замечательные педагоги, потому что когда я поступала уже в академию, мне дали хорошую базу. Я сейчас являюсь из одной лучших студенток. Я отличница, я активно участвую в конкурсах, продолжаю. Допустим, мой педагог по специальности – это просто великолепный педагог. Она давала нам советы не только по музыке, но и по жизни, которые очень нам пригодились. У нас тут великолепные преподаватели по теории музыки. Они дали нам огромный багаж знаний. Также у нас прекрасная Елена Георгиевна, которая нам помогла с ЕГЭ. Чтобы поступить в академию, нам нужно было сдавать ЕГЭ, и она у нас очень замечательно подготовила. У нас были очень хорошие баллы. Так как этот концерт ежегодно проводится, я была еще студенткой и смотрела, как выступают наши выпускники. Я думала, как же здорово они играют, как же это мотивировало заниматься, это мотивировало куда-то поступать. И сейчас я надеюсь, что мое выступление тоже мотивирует кого-то на дальнейшее образование в музыкальном вузе. Выпускник колледжа искусств 2006 года, класс заслуженного работника культуры России Вячеслава Илбаева и Санкт-Петербургской консерватории Максим Санкиров сегодня является солистом Бурятского академического театра оперы и балета и сам преподает вокальное искусство в колледже. Позже, через год обучения на духовом делении, я перевелся на вокальное отделение, так как у меня обнаружился голос, и мне порекомендовали поступить на вокал. Но это было не из-за того, что у меня были проблемы на духовом делении, а из-за того, что у меня голос обнаружился. Я поступил в класс заслуженного работника культуры России Вячеслава Баиндовича Илбаева. Музыкальный колледж я окончил в 2006 году. Сразу в этом же году я поступил в Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова в класс Сергея Алексашкина, народного артиста России, солиста Мариинского театра. После окончания консерватории в 2011 году я был зачислен в труппу нашего оперного театра. И параллельно, получается, с работы в театре 2 года, с 12 по 14 год я учился в магистратуре в институте имени Герцена в Петербурге. И получается, с 14 года я уже более активно стал работать в нашем театре. Опера должна еще больше развиваться. Хотелось бы, чтобы было больше постановок в нашем оперном театре, больше занятости именно в оперном репертуаре. Юный маэстро Майдар Дамбаев проводил репетиции с смешанным хором колледжа искусств прямо во время концерта. Завершающий номер под управлением студента Московской консерватории подтвердился в концертной программе «Созвездие молодых» лишь накануне. Это очень важный концерт, потому что это концерт выпускников колледжа. Мы показываем свою работу уже непосредственно, которую мы привели, то есть в высшем учебном заведении, в консерватории. Мы показываем свою работу, то, что
преемственность поколений, можно так сказать. То есть мы потом, то есть сначала идет колледж, консерватория, потом мы идем уже, возвращаемся в колледж, чтобы уже работать в этих же стенах. Все-таки у нас идет индивидуальное образование изначально из музыкальной школы, в колледже особое внимание, конечно же, педагогам по специальности. Вот мой педагог Ольга Николаевна Полякова. Мы также, конечно, с колледжем мы ездили на различные конкурсы. Ну, то есть во время обучения в колледже была в основном интенсивная жизнь, дающаяся уже в консерватории, уже, как бы сказать, мы уже в броне большой. «Созвездие молодых» открыл парад юбилейных мероприятий колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Фольклорное и отделение бурятских народных инструментов в белый месяц представят отчетные концерты на сцене концертного зала колледжа искусств 20 и 25 февраля. Время культуры о том, что нас окружает, и больше о прекрасном. До встречи!